Всем привет, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях. И в этом видео мы с вами заканчиваем наше путешествие по Ингушетии. Правда, мы это сделаем немного в минорной ноте. Все дело в том, что мы отправимся в Магаз, а именно в мемориальный комплекс Славы. Я вам расскажу, за что депортировали ингушей в Великую Отечественную войну и как это делали. И почему все это произошло. Поэтому подписывайся на мой канал прямо сейчас, если ты этого еще не сделал. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Пиши комментарии, ставь мне лайки. Не мотай это видео. Поехали! Снова портится погода сегодня. Собирается дождь. Мы пришли к мемориалу памяти Славы. Он был построен людям, которые пострадали. Бесплатно здесь. Да, бесплатный вход во времена репрессий. Это когда ингушей выгоняли во время войны, вывозили в Казахстан, да? Да. Да, вот подсказывают. Сейчас прогуляемся здесь по парку. Техника тех военных лет. Это значит памятник погибшим в Республике Афганистан. Вы знаете, мне когда рассказывали про ингушей и при все эти репрессии, мне это напомнило чем-то историю с евреями. Вот 23 февраля 1944 году ингушей собрали на одной площади под видом митинга, не давали забрать свои вещи, и, в общем, также садили в поезда и, в общем, увозили в сторону Сибири, Казахстана. Советские солдаты, конечно, они помогали некоторым ингушам, предупреждали о том, что будет происходить. Некоторые ингуши все-таки забирали какие-то свои вещи. Вот я сейчас подхожу к этому поезду с вагончиком, вот он. Садили вот в такие вот вагончики, в которые я сейчас направляюсь. Напоминает, да, вам кое-что? Когда вот вы смотрели о еврейской трагедии, о том о Холокосте. Вот все очень похоже. Правда, единственное, что здесь, в этом вагончике, была печка. У евреев их не было. То есть зимой вывозили, но несмотря на эту печку, несмотря на то, что здесь не запихивали кучу людей, не засовывали, не знаю, как правильно выразиться. Тут у меня эмоции, тут особый такой запах. Вот. С того времени чемоданчики, одежда какая сохранилась. Люди все равно гибли. Вот здесь есть справка вот о количестве умерших. 23,8% погибло чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмык 27%. Вот. Поэтому как-то вот так вот. Грустная вся эта история. На самом деле здесь мурашки прям пробегают. Вот. В общем, депортировали людей, депортировали кавказское население в Казахстан, в Сибирь. Ну, больше людей было в Казахстане, конечно же. И вот кто как был, в чем одет. И как я уже сказал, депортация происходила зимой, зимы холодные. И вот кто в чем был одет, того так и депортировали. И когда людей привозили вот в таких вот вагончиках и высаживали уже в Казахстане, да, чаще в Казахстане. Я знаю, 5 дней примерно отсюда. Около 4-5 дней. Просто скорость поезда не была такой высокой, как сейчас. Высаживали в том, в чем они были. И то есть люди как-то выживали. В простой обычной обуви. Кто-то в тапках был, кто-то в простых сапогах. В общем, кто в чем пришел на этот вот типа митинг, на это собрание. И очень много людей просто замерзло и умерло. В общем, вот такая вот грустная история. И дети умирали, взрослые умирали, женщины умирали. Вот. А вместе с ними и история, их культура. Ну вот ингуши об этом помнят, здесь стоит вот этот памятник. Для того, чтобы этого никогда не забыли и никогда не повторилось.
А как только мы все с вами об этом забудем, это обязательно все повторится. Историю нужно помнить. Самое страшное в этой истории, это, конечно же, жизнь в этих вагончиках по дороге в Сибирь или Казахстан. На самом деле не во всех вагончиках стояла эта печка-буржуйка, и люди умирали от холода, самое главное, дети умирали также от голода, и когда была стоянка у поезда, тела просто выбрасывали в снег, потому что это был февраль месяц, как я говорил. И если кто-то из родственников пытался это тело придать земле, просто его запорошить снегом, то советский солдат просто стрелял в этого человека. И у меня задается вопрос, а чем же советский солдат в то время был лучше фашиста? Чем? Вот я не знаю. Поэтому, чтобы больше такого не повторялось, нужно об этом знать. И самое главное помнить. А вот изображение того, как тех, кого выселили, в общем, ехали в этих поездах, в этих вагончиках. А вот здесь грустная история. Вот так выбрасывали трупов, которые умирали в этих вагончиках. Просто вот выбрасывали, вышвыривали и все. Попытался засыпать снегом, я застрелил. После депортации коренного населения на поездах кого-то везли в Сибирь, кого-то везли еще дальше в Казахстан. Советская власть, конечно же, решила замести свои грязные следы. Из самого безобидного, что они сделали, они переименовывали населенные пункты в русские либо в осетинские названия. И из самого мерзкого, что они делали, они оскверняли мечети, они оскверняли могилы, они оскверняли, в принципе, душу Кавказа. И чем же они тогда отличались от фашистов? Когда позвали всех ингушей на этот митинг, люди не знали, что будет происходить. Это как, в принципе, с евреями все было. А они оставляли все ценности дома. Так вот, потом эти все русские солдаты грабили все то, что оставили ингуши у себя дома. А также из, например, надгробных камней они использовали для строительства дорог. Жгли книги на чеченском и ингушских языках. Уничтожали всю историю, полностью, любое упоминание о войнах. Вот такая вот история, очень печальная и очень грустная. И я надеюсь, что в этой жизни больше такого никогда не повторится. А эти две машины символизируют победа машина, да, и вот вторая символизирует как дорогу домой. Это в память о народных героях, перевозивших на своих автомобилях ингушей из Казахстана и Киргизии на историческую родину в 1957 году. Ну, с 1956 по 1957 год. То есть вот так это символизирует. В начале этого памятника, можно так сказать, стоят вот эти две машины, на которых перевозили ингушей. А потом идет вот этот мощный монумент в виде гигантского просто паровоза. Правда, он впечатляет вот с тем печальным вагончиком, который находится сзади. Самое главное, нужно помнить о той истории, которая была в нашей стране, в то время это в Советском Союзе. Не забывать то, что было. Уважать своих родителей, стариков, помогать тем, кто нуждается в помощи. Иначе, если мы все забудем, не будем помогать, то добро никогда не придет, все вернется только в 10-кратном размере, все будет 10 раз хуже, чем сейчас. Поэтому вот нужно хранить то, что у нас есть, и ценить то, что у нас есть. И самое главное, ценить добро, которое для вас делается. А когда была Первая мировая война и гражданская война в России, Российской империи, наверное, даже, в общем, существовал такой полк дикой, да, дивизии. Ингушский. Вот. И чеченский тут подсказывает. И вот это им памятник. На территории этого мемориала находится музей. Конечно же, вечный огонь.
Вот сейчас мы пойдем в музей сходим, посмотрим, что как. Погода просто портится, но мы успели все посмотреть здесь. Книжки не продаются у вас? Молча делаешь свое дело. Ага, не боись. Это она сама начинает снова, я с ней прощался. Вот так в поезде не ехали. Так закончилось мое путешествие по Ингушетии. Хочу от себя лично сказать, что Республика Ингушетия очень душевная, в ней проживают очень гостеприимные люди. И если вы до сих пор сомневаетесь и переживаете, что там небезопасно, то не переживайте, не сомневайтесь. И самое главное, не бойтесь, покупайте билеты, собирайте чемоданы и отправляйтесь посмотреть жемчужину Кавказа. А в следующую субботу, в следующем блоге вы сможете уже увидеть Чехию, куда мы с вами отправимся. А отправимся мы в ее столицу Прага. Поэтому, чтобы не пропустить мое следующее видео, жми на колокольчик, подписывайся на мой канал обязательно, ставь мне лайки, пиши комментарии. Ну и самое главное, помни, не ищи 1000 причин не путешествовать, ищи 1 000 000 причин, чтобы поехать и полететь. До встречи.